Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. На этой неделе в Институте ботаники прошла международная научная конференция, посвященная климатическим изменениям в морских экосистемах. На конференции были представлены исследования, которые, на взгляд специалистов, особенно актуальны для нашей страны. Как влияет на окружающую среду глобальное потепление и каковы последствия от действий рук человеческих, мы обсудим в нашей программе позже. А сейчас о наиболее важных событиях недели. Ирина Аржба с обзором новостей. 3 октября вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия провел брифинг для журналистов. Он сообщил, что 9 сотрудников Дранского следственного изолятора, в том числе и начальник СИЗО, задержаны в связи с подозрением в пособничестве побегу 3 преступников Гурама Инамшева, Риваза Угрехилидзе и Бачуки Латария из Дранской тюрьмы. По факту побега следственной группы УВД по Гудревскому району возбуждено уголовное дело. Министр также рассказал журналистам, на какой стадии находится расследование похищения предпринимателя, гражданина России Бачагана Петросяна. А 4 октября в Гудревском районном суде рассматривалось 7 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностных лиц и сотрудников МВД, задержанных по подозрению в причастности к побегу заключенных следственного изолятора в ночь с 30 на 1 октября. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении 6 сотрудников правоохранительных органов: начальника СИЗО Геннадия Чхети, оперативных дежурных Грачика Саакяна и Сурена Буюкляна, а также сотрудников МВД Теймураза Чебба, Мираба Волба, Аванеса Аракеляна, Макара Бения, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 месяцев. В отношении начальника режимного объекта Дмитрия Айба суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 72 часа. 4 октября правительство утвердило индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2017 год. Проект документа представил замминистра экономики Батал Тарба. Он сообщил, что совокупный объем товаров и услуг на 2017 год запланирован в размере 88,8 миллиардов рублей. По прогнозам Минэкономики, экспорт будет превалировать над импортом, что связано в том числе и с развитием местного производства. Члены правительства рассмотрели также ряд других вопросов. С 4 по 6 октября в Сухуме проходила 3-я международная научная конференция «Иналыповские чтения». Участие в них приняли ученые из Абхазии, России и ряда других стран. В рамках мероприятия прошли работы по 5 секциям. 6 октября в заключительный день «Иналыповских чтений» состоялось итоговое пленарное заседание, на котором были заслушаны отчеты руководителей секций. В Институте ботаники прошла международная научная конференция, посвященная климатическим изменениям в морских экосистемах. Провели ее Академия наук Абхазии совместно с Южным научным центром Российской академии наук. В научном форуме приняли участие ученые, проводившие экологический мониторинг и исследования на морском шельфе Абхазии. 5 октября в Абхазии отметили День учителя. Более 4000 учителей работают сегодня в сфере образования республики, внося неоценимый вклад в развитие общества. В этот день во всех школах республики чествовали учителей, отмечали их заслуги в процессе образования подрастающего поколения. С профессиональным праздником учителей республики поздравили президент Рауль Хаджимба и министр образования и науки Абхазии Адгур Какуба. 5 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба представил нового министра иностранных дел республики Даура Кова коллективу внешнеполитического ведомства. Глава государства обозначил важнейшие направления деятельности МИД страны и выразил уверенность в слаженной работе коллектива и нового министра. В свою очередь министр иностранных дел поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что со всей ответственностью подойдет к реализации поставленных перед ним задач. 5 октября делегация Республики Абхазия приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в городе Грозный. Приветственный адрес от президента Рауля Хаджимба Рамзану Кадырову зачитал вице-президент Абхазии Виталий Гавния. 5 октября завершился 37-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Работа проходила в 2 рабочих группах по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам. В обеих группах абхазская делегация выразила обеспокоенность сохранением тенденции по политизации грузинской делегации гуманитарных вопросов. Была подчеркнута неприемлемость распространения Грузии на международных площадках докладов по правам человека в Абхазии, не соответствующих действительности. Перед началом обсуждения проблемы беженцев во 2-й рабочей группе абхазские, российские и юго-осетинские участники в знак протеста покинули зал заседания. 6 октября в Гагре прошли торжества, посвященные 24-й годовщине освобождения города от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. В церемонии возложения цветов и венков к памятнику павших героев приняли участие президент Рауль Хаджимба, глава правительства Беслан Барцис, спикер парламента Валерий Бганба, жители Гагры. В
ходе торжеств был открыт памятник первому президенту Владиславу Арцеву. В рамках проекта компании «Аквафон» масштабные флаги в городах Абхазии 6 октября был установлен государственный флаг Абхазии на границе с Россией. Дата поднятия государственного флага также была приурочена ко дню освобождения Гагры. Проект «Масштабные флаги в городах Абхазии» действует уже 7 лет. За время существования проекта флаг страны был установлен в каждом городе Абхазии и ряде мест боевой славы. В Москве прошла выставка «Золотая осень-2016», в которой в 5-й раз принимала участие Абхазия. Делегацию Абхазии на агробизнес-форуме возглавлял премьер-министр республики Беслан Барцыц. В рамках форума состоялись рабочие встречи премьера, а также министра сельского хозяйства Даура Тарба и торгпреда Абхазии в России Олега Барцыц с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым, губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Абхазскую экспозицию представили на выставке 14 компаний-производителей сельскохозяйственной продукции. В Сухуми прошла презентация нового благотворительного фонда «Азхара». Учрежден он по инициативе группы депутатов Народного собрания. Фонд будет осуществлять единовременную выплату в 100 тысяч рублей абхазским семьям, в которых родится третий и последующий ребенок. В попечительский совет фонда будут входить спикер Народного собрания, глава администрации президента, председатели совета старейшин и движения «Матери за мир и социальную справедливость». Фонд «Азхара» планирует начать работу с января 2017 года. 6 октября на стадионе «Динамо» в Сухуми прошел 9-й турнир по смешанным единоборствам ОФС «Битва в Абхазии». В соревнованиях принимали участие 24 бойца из разных стран, в том числе и из Абхазии. Нашу страну представляли Александр Тванба и Энри Агарба. Бои транслировались в прямом эфире в нескольких странах Европы. На турнире присутствовал президент республики Рауль Хаджимба. Абхазские бойцы порадовали болельщиков. Энри Агарба победил в весовой категории до 76 килограммов. Александр Тванба стал победителем по боям без правил по версии ОФС в полусреднем весе. Главный бой турнира между Алияром Саркеровым, Россия, и Маурисио Мачадо, Бразилия, был очень зрелищным. Алияр Саркеров в первом раунде смог одолеть бразильского спортсмена и защитить свой титул ОФС уже в 3-й раз. Победный кубок бойцу вручил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. В этом году Абхазию посетили до 1 400 000 человек. Такие данные привел министр по курортам и туризму Автандил Гардский 7 октября на пресс-конференции в Апснепресс, подводя итоги курортного сезона. Он уточнил, что данные выводили из количества зарегистрированных в 245 объектах размещений по количеству заезжавших экскурсионных групп. По словам Гардского, 2015 и 2016 годы стали рекордными за весь постсоветский период. В бюджет республики от туристической отрасли за 4 месяца сезона 2015 года поступило 350 миллионов рублей. Таковы наиболее заметные события недели. А теперь к главной теме нашей программы. В Институте ботаники прошла международная научная конференция, посвященная климатическим изменениям в морских экосистемах. В научном форуме приняли участие исследователи, проводившие экологический мониторинг на морском шельфе Абхазии. Основные выводы ученых мы обсудим с нашим гостем, академиком Январби Эгба. Здравствуйте, Январби Алиевич. Здравствуйте. Январби Алиевич, с 3 по 7 октября в Абхазии проходила международная научная конференция, которая исследовала проблемы глобального потепления, проблему изменения климата. Наш корреспондент Сима Аргун побывала на первом дне этой конференции, и я бы хотела представить вашему вниманию сюжет, который она сделала. Пожалуйста, наш сюжет. Каково состояние морской экосистемы Абхазии? Этот вопрос актуален на фоне глобальных изменений климата. Гидробиологическими исследованиями акватории Черного моря на территории нашей страны занимаются сотрудники Института экологии Абхазии совместно с коллегами из России. По результатам исследований ученых на состояние морского шельфа Абхазии главным образом влияют климатические аномалии. На конференции ученые делились результатами своих исследований. Опыт и знания российских коллег в изучении морского шельфа нашей страны очень нужны. Изучение, исследование морских ресурсов, морских возможностей, значит, это для нас очень важно, очень актуально и просто необходимо. И в этом, мне кажется, вот как знак, как знаковое, как значимое событие, считаю, она так и проходит, наша вот нынешняя сегодняшняя конференция. Основная тема конференции об индикаторах климатических изменений в морских экосистемах. Океанолог Геннадий Матишов рассказал в своем докладе о влиянии потоков атлантических вод на европейские моря. По словам академика, ученых наших стран схожие проблемы. Главная задача – найти правильные пути их решения. Специалистов Абхазской академии наук
Российская академия наук, нас ведь никто не ставит в известность. Мы уже постфактум узнаем. Вот. Никто с нами не обсуждает ущерб, потому что ущерб самое главное. Ущерб от новых проектов, которые все равно делаются. Слайд. Здесь показано, что мы этим занимаемся серьезно. Ну, это вот, видите, как мы детально работаем. Арктика – это же большое. Вот если взять земли Франца Иосифа, вот там на севере, и Мурманск, это 2000 километров. Это примерно расстояние, как от Москвы до Мурманска. Или как от Мурманска до Сочи. Это только с севера на юг Баренцево море. Столько же, это громадное море. Академик Январ Биегба в своем выступлении говорил о глобальных и региональных изменениях климата и их воздействии на прибрежные экосистемы Абхазии. Академик Матюшов, председатель Южного научного центра Российской академии, стал иностранным членом Академии наук Абхазии. От научного сообщества нашей страны гостю вручили посох. Сима Аргун, Беслан Джанджулия, Абхазское телевидение. Январ Биалевич, конференция называлась «Индикаторы климатических изменений в морских экосистемах». Могли бы вы сказать, что это за индикаторы, что это за показатели или признаки, и существуют ли они уже в Абхазии, нужно ли бить тревогу, какого характера эти изменения? Все процессы вот сейчас глобальные происходящие, они происходят естественным способом. И антропогенный фактор здесь незначительный, он может выражаться в региональном масштабе, но в планетарном масштабе он пока не отражается. А на чем такие выводы сделаны? Вся Земля, в принципе, охвачена вот этими наземными измерениями метеорологических параметров. И вот многолетние данные показывают, что за последние 75 лет произошло увеличение планетарной средней температуры планеты примерно на 0,74 градуса. А в северных широтах, скажем так, этот эффект имеет широтное значение. В Арктике и в Антарктиде, особенно в Арктике, эти значения доходят до 2-3 градусов повышения за последние 100 лет. Так вот, сейчас колебания климата доходят до того, что у нас в Абхазии за последние 20 лет самая высокая температура была в 2010 году. Тогда среднегодовая температура была на 3 градуса выше климатической нормы. Температура является индикатором энергетического содержания. И, значит, на температуру планеты очень сильное влияние оказывает извержение вулканов. Вот. В 1992 году, когда была очень суровая зима, тогда извергался вулкан Пинатуба, который на Филиппинах находится. Он длительное время извергался. Но огромные потоки пепла, пыли были заброшены в стратосферу. Это на высоты до 20-25 километров и даже затронули в определенной степени озоновый слой. Но то, что заброшено в стратосферу, оно практически, там нет ни облаков, там нет ни осадков, процессов не происходит. Поэтому они оттуда практически не удаляются длительное время. Вот в 1992 году этот вулкан понизил общую температуру планеты Земля на 1,5 градуса, понизил в течение 2 лет. То есть извержение вулкана на Филиппинах подействовало на климат даже у нас в Абхазии? В Абхазии это 100%, потому что по нашим данным самая низкая температура в 1992 году была. Вот что интересно, извержение вот этого исландского вулкана в апреле 2010 года, да, оно, значит, вулкан перекрыл воздушное движение в течение недели по всей Европе, начиная от Португалии, кончая Уралом. Обсуждением всех ученых явилось, сколько выброшено пепла, там, какие начинают. Но оказывается, мы, вот именно наши наблюдения в Абхазии, ну, в нашем институте, они позволили выявить такой фактор, что 2010 год суммарно был самым теплым за всю историю наблюдений. Я сказал, что 18,2 градуса среднегодовая температура была. Вот в связи с вулканом, когда были выброшены клубы пепла,
И газовые компоненты, парниковые газы тоже. Парниковые газы сохранили тепло вот в течение вот этого года, ну, в течение нескольких месяцев. Поэтому лето было жаркое в 2010 году. Скажите, вот в нынешнее время, вот 15, 16, 17 год, Значит, что было и что вот сейчас вот в отношении температуры, значит, после 2011 года температура стала слегка подниматься, но она осталась на уровне среднемноголетней. То есть между 15 и 16 градусами сейчас. В 1992 году средняя годовая температура по Абхазии была 14,5 градусов. А сейчас, значит, вот между 15 и 16 градусами среднегодовая температура находится. Но вот как раз после 2011 года она стабилизировалась вот на таком уровне среднего многолетнего за последние 20 лет. Скажите, вот в последнее время как бы мы наблюдаем частые очень осадки, частые и обильные. Это чем вызвано? Это как бы в пределах нормы или все-таки такая аномальная вещь? Ну, видите, Абхазия находится на стыке двух климатических систем. Это субтропики и умеренный климат. Ну и вообще в Абхазии, значит, очень резко с высотой меняется климат от субтропиков до вечных ледников. Это на небольшом расстоянии, километров 50-60, вот достаточно на таком расстоянии. Поэтому с одной стороны море, с другой стороны горы. И те, и другие влияют очень сильно на погоду, на климат. Вот поэтому, значит, получается, что очень неустойчивая погода за счет того, что вот большой градиент температуры. Повышение температуры общее увеличивает эту неустойчивость. Поэтому стали чаще наблюдаться у нас ливни, которые в сутки выпадает месячная норма осадков. Ну, это мы с вами знаем. Вот пример, значит, такой. В году в Сухуми у нас 2-3 раза бывают эти затопления сильные. Сейчас произошло потепление осенние температуры увеличились где-то на 1,5 градуса по сравнению со средним многолетним. И осенью, значит, увеличивались дни, когда максимальные осадки превышают 100-120 миллиметров. Увеличились такие дни. Фактор вот уменьшения ледяного покрова Арктики почти на 40%, это тоже результат вот такого явления. Повышение температуры морской воды произошло на величину примерно 0,7 градусов. Море, поскольку у нее теплоемкость большая, оно меньше реагирует на изменения температурные. Оно нивелирует нам температуру, значит, летом делает прохладнее за счет бризовых процессов, а зимой за счет того, что теплообмен идет, море теплое, оно зимой минимальная температура 7-8 градусов, не замерзающая, поэтому оно нагревает сушу, и поэтому зимы мягкие. Вот такое регулирующее действие. Но за счет прогревания морской акватории, за счет увеличения энергетического потенциала моря, усилились штормовые явления, усилился ветер. Да, вот. Кстати, недавно буквально был шторм в Сочи, да, там были огромные 3-метровые волны, прямо бились об набережную. Вот это же тоже как бы аномально, это же не было раньше. Это, по крайней мере, это более реже происходило, более реже. Вообще на Черном море шторма – это нормально? На Черном море шторма – это, конечно, нормально, но сильные шторма, как вот, скажем, океанического типа, они здесь обычно не происходят, потому что разгон очень маленький, 240 километров по ширине Черного моря.
Если только там со стороны Босфора или с западного побережья Черного моря не начнется нагон, то тогда волны не достигают большой высоты. Но в Черном море порядка 5-7 метровой высоты волны, они существуют, и это не исключение. Вот. И были случаи, что это было в 99-м году, в феврале, когда затопило полуостров Сухумский, весь и маяк, и здания, сооружения, все было затоплено штормом. Поэтому периодически, вот 9-10 лет один раз такие шторма повторяются. Это естественный процесс. Другое дело, что эти шторма, вот усиление штормов приводит к активизации абразионных процессов, размыву берега. То есть море наступает, да? Да, море наступает. Море и так наступает, потому что благодаря тектоническим процессам у нас идет опускание береговой линии примерно на 3-4 миллиметра в год. Увеличивается высота Кавказского хребта, потому что мы находимся на плите, на платформе. Вообще вся Земля, она состоит из примерно десятка этих плит, платформ, которые двигаются относительно друг друга, качаются там и так далее. И это нормальный процесс, от этого никуда не денешься. Нас частенько как бы трясет. Да? Да, слава богу, не сильные землетрясения, но скажите, вообще бывали здесь сильные землетрясения, есть ли это опасность того, что они могут быть? Вот то, что касается землетрясений, когда много мелких землетрясений, то сильных землетрясений не бывает. А вот когда будет перерыв, скажем, в течение года, если не трясет, то это уже опасно. То есть накапливается напряжение и может произойти сильное землетрясение. А малые землетрясения говорят о том, что напряжение между тектоническими плитами, они получают разрядку и стабилизируются, наступает такое равновесное состояние. Вот. Ну, это точно так же, как и прогноз погоды. Прогноз, слава богу, вот в последнее время за счет использования спутниковых данных и за счет использования современных электронно-вычислительных машин, у которых мощная, вот эту всю информацию по планете они могут оперативно обработать и выдать прогноз. На 2-3 дня у нас вообще в мире прогноз погоды нормальный, то есть 80-90% оправдываемость. На неделю уже 50-50, как говорят американцы, 50/50. На год прогноз сделать практически никто не может. И вряд ли это вообще в принципе возможно, потому что там слишком много входит параметров и явлений, которые нельзя спроектировать на будущее никак. Скажите, а можно было спрогнозировать вон те обильные осадки, в результате которого затопило весь наш город, и возможно ли еще прогнозировать землетрясения? Вот эти вот опасные вещи, которые очень как бы Значит, я скажу, землетрясения прогнозировать принципиально невозможно, потому что туда входят 3 параметра. Это надо определить место, значит, мощность и время. Это несовместимые вещи. Сейчас мы подошли к тому, что можно прогнозировать извержение вулканов уже. Слава богу, там имеются определенные успехи и достижения. Тоже очень сложно и достаточно надежного прогноза еще нету, но уже признаки там есть аппаратурно. А землетрясения, в науке сейчас идет процесс наблюдения, мониторинг. То есть мы знаем, где, какие землетрясения в мире происходят, с какой частотой, по факту. Пока вот накапливается такая, значит. Ну и слава богу, землетрясения, они все-таки имеют тоже локальный характер, не по всей земле. А вот
в районе разломов тектонических. Там происходят землетрясения. Ну и мы все-таки не Япония, не Курилы, поэтому нас поменьше трясет. А дожди? А вот с дождями, значит, спрогнозировать выпадение интенсивных осадков можно, но сделать с этим ничего нельзя. Почему? Подготовиться можно. Да. Вот мы сейчас как раз, наш институт активно занимается, значит, возможностью более точного прогноза хотя бы на полдня, за полдня, если вот объявить, что, уважаемые, в таком-то районе ожидается выпадение интенсивных осадков и, возможно, паводки. Отгоните свои машины повыше. Да, или покиньте этот район там по возможности, или примите меры. Вот такого типа прогноз, это реально. В ближайшие 2-3 года разработать такую систему можно. Но для этого немножко надо поддержать науку как-то, хотя бы. Нам нужны технари, нам нужны молодежь, которая знает эту современную технику, может ей пользоваться современной программой там, и так далее. Это все предстоит вот нашему университету и нашей академии решать. В конференции принимали участие ученые, которые консультировали или исследовали морской шельф Абхазии в связи с добычей нефти. Скажите, каковы выводы ученых, что они представили? На конференции, в принципе, эти результаты исследования они не освещались и не докладывались, но вот Южный научный центр имеет свои исследовательские суда. Вместе с нами, с нашим институтом, значит, мы в основном обеспечиваем береговую информацию, там метеорологическую, там измеряем параметры моря непосредственно тоже, в прибрежной зоне. Они в акватории измеряли, проводили измерения, значит. Я должен сказать, что эти измерения, данные, они нам предоставляют, нам доступны эти данные. И вот были с нашей стороны доклады Яны Гицба, посвященные, касающихся тех изменений, которые произошли в морской среде. И мы активно используем эти данные. Еще Казанский университет, мы сотрудничаем с ними, они тоже проводят измерения устьевых стоков рек, и что там реки приносят в море, от этого многое зависит, такие параметры, как соленость, температура, загрязнение и так далее. В принципе, ситуация по состоянию окружающей среды в шельфе, она, в общем, нормальная, но хуже, чем была, скажем, лет 20 назад. И с точки зрения, значит, бесконтрольного улова там, рыб донными тралами и так далее нанесен значительный ущерб ихтиофауне. Но вопрос не катастрофичный, и он обратимый, этот процесс. И поэтому, надо сказать, что, как ни странно, за последние 5-7 лет уменьшились нефтяные загрязнения побережья Абхазии. Нефтяные загрязнения. Но это связано с тем, что, во-первых, судоходства как такового у нас нету. Там редко заходят какие-то турецкие суда здесь, и балластные воды не выбрасываются, да. И второе, это, значит, к нам загрязнения нефтяные обычно приходили с соседнего государства, недружественного нам. Понятно. И там порты Батуми, Поти, они самые загрязненные на Черноморском побережье. Оттуда, и это основное черноморское течение вдоль береговой, оно оттуда все, что там приходит, приносится к нам.
Но в связи с тем, что вот лет 10 назад закрылся там Супсинский терминал, был между Поти и Батуми, в котором разливали нефть из Азербайджана и в танкере и морем увозили. Но, к счастью, построили вот лет 10 назад этот нефтепровод Баку-Джайхан, называется, по суше. И теперь, значит, в Супсе, в принципе, очень мало идет разлив нефти, и поэтому к нам она уже нефть не поступает. Поэтому в отношении нефти у нас море относительно чистое. Скажите, вот у Абхазии было соглашение с Роснефтью, вернее, оно еще есть, но просто оно заморожено, да, приостановлено на данный момент. Скажите, пожалуйста, вот вы как ученый могли бы оценить, полезно это дело, или все-таки вы считаете, что это нанесет колоссальный ущерб окружающей среде Абхазии, если будут разработки нефти, какая-то добыча, разведка и прочее? Я в свое время высказывал свое мнение. Нам нефть Абхазии не нужна, совершенно не нужна. Во-первых, нефть как ресурс в мире через 2-3 десятка лет нефти не будет. Ее не будет просто-напросто, ее выкачают всю. И цепляться за это, вкладывать огромные средства, чтобы цепляться за то, что уже уходит, смысла никакого нету, во-первых. Другую энергию привлекают. Да, у нас есть другой запас, неисчерпаемый запас чистой воды, экологически чистой воды. Абхазия по запасам речного стока после Амазонки занимает второе место в мире, исчисляя на единицу побережья или на душу населения. Поэтому нам нужно, стараться использовать этот огромный потенциал. И начать хотя бы сейчас с минеральной воды. Мы же не используем даже 0,1 доли минеральной воды для того, чтобы ее эффективно использовать. Вот вы говорите о питьевой, речной воде. Скажите, вот раз пошла речь об этом, каково состояние пресной воды наших рек, наших озер? Насколько влияет антропогенный фактор воздействия рук человека на вот эти вот на реки и на озера наши уникальные? Уникальность наших рек заключается в том, что они очень короткие. И в их дельте практически нет населенных пунктов. Те, где есть... То есть природа сделала так, что мы при всем желании не можем так сильно загрязнить эти реки. А потом течение быстрое, и оно на расстоянии, скажем, нескольких километров, это разбавляется, всякая там примесь. Но это вовсе не значит, что мы пример вот наших речек, которые протекают через город Сухум, говорит о нашем отношении к этим рекам. Сухумка, Гнилушка там, Басла. Они вот на этом коротком промежутке, 3-4 километра там, устье, уже от устья, они заселены. То есть там существуют дома, там существуют населенные пункты, а сверху там все чисто. Так вот, умудряемся на этом коротком промежутке времени не иметь ни очистных сооружений, ни канализации, ничего. Весь мусор, отходы человеческой деятельности сваливаются в эти реки. Эти реки выносят это все на пляж. Не куда-нибудь, а на пляж. Это преступление. Надо, это в наших силах изменить ситуацию вот эту. И бороться с тем, чтобы не замусоривали эти реки, не делали их сточными канавами. Должна нормально, цивилизованно работать канализация, должны работать очистные сооружения. Должен нормально, утилизироваться мусор. У нас территория очень ограничена, мы не можем создавать горы мусора то там, то здесь. У нас курортный регион.
Мы должны в первую очередь думать об утилизации этого мусора. Беда вообще всей планеты состоит в том, что мы не умеем утилизировать отходы нашей человеческой деятельности. Природа их не утилизирует, не может. Вот в этом и заключается самый большой вред, который наносит человек окружающей среде. Он не утилизирует. Природа не может своими механизмами утилизировать всякие пластмассы, химические элементы, которые человечество создало. Они не являются составной частью природы. И поэтому механизма утилизации нету. Мы должны помочь природе утилизировать свои отходы. То есть убирать в своей комнате, в своем жилье, в своем городе, в своей стране. Заниматься уборкой, чистить. Все процессы взаимосвязаны. Да. Вы говорили о том, что вот там был терминал в Грузии, который загрязнял акваторию нашего. Питомная фракция, вот такие куски, значит, моря, да. Выбрасывались на пляже наши. Да. Я даже знаю, что как бы говорили о том, что зачем нам не разрабатывать нефть, везде кругом нефть разрабатывается, мы будем один чистый островок, мы так чистыми и не останемся, потому что нас все равно в любом случае загрязнят. Как вы к этой точке зрения относитесь? Я отношусь так, что если кто-то недальновидно смотрит на эту проблему, мы не должны то же самое повторять. Хотя мы и не развиты там в промышленных и прочих вещах, но у нас природа наша является нашей кормилицей. Мы должны быть заинтересованы. Климат является рекреационным ресурсом, который позволяет сюда приезжать и отдыхать за счет климата, за счет растительности. У нас в Абхазии круглый год что-то цветет. Если мы уже привыкли, не чувствуем запаха, но вы побывайте хотя бы в том же Сочи, вернитесь, и вы сразу почувствуете разницу в составе воздуха. Здесь воздух чистый, потому что бриз летом дует с моря, и на море промышленных предприятий нету, там паровозы, поезда не ходят. Морской воздух очень чистый. А ночью с гор, горно-долинная циркуляция тоже очищает воздух. Воздух является наиболее целебным вообще для человека, потому что воздух он употребляет 15 килограмм, 15 кубометров в сутки человеку. Воды всего 2 литра. Пищи тоже где-то килограмм-полтора. А воздух – это фактор очень важный для того, чтобы человека восстановить его, так сказать, состояние рабочее. Поэтому я отрицательно отношусь ко всем этим. Пусть мы будем островом, но, извините, наши дети, я еще раз говорю, что нефти, максимум через 50 лет его вообще не будет. Зачем гоняться вслед уходящему поезду во вред себе? Зачем? Не нужно этого делать, абсолютно. Но я должен сказать, для нас, ученых, вот эта разведка, не добыча, а разведка, она нам выгодна. Исследования. Да, потому что мы получаем такой колоссальный массив материала, которого мы в ближайшие 50 лет сами не в состоянии проводить. Вот если бы я чисто стоял на точке зрения как ученого для познавания разведывательная часть, она нам выгодна. Пусть делают разведку. Энвар Рабиалиевич, Да. Спасибо вам за интервью. Спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Мы узнали много нового, интересного. Я желаю всем нам, чтобы мы более трепетно относились к своей природе, чтобы берегли ее. И удачи во всем. До свидания. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня моим гостем был Январбей Экба, академик Академии наук Абхазии. Он рассказал о том, какие изменения происходят на морском шельфе Абхазии в связи с глобальным потеплением. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего вам доброго. До встречи в эфире.